Традиционное ковроткачество казахов уходит корнями глубоко в историю. Все жилища кочевников традиционно украшались коврами, баскурами, войлоком. И когда заходили в дом, в любую юрту, то было сразу видно мастерицу этого дома. Они отличались очень красочными коврами вдоль стен, чиями. Ковры вообще имели очень традиционно, их дарили при замужестве. Когда девушку выдавали замуж, обязательно ткали для нее специально ковер. Также ковер дарили дорогому гостю, допустим, сватам или какому-то почтенному человеку. Ткались они просто, но труд очень такой тяжелый труд. Обычно садились несколько женщин, устанавливалась вот такая рама. Одна из них, нижняя часть которой, она была неподвижная. Верхняя часть была подвижна. Для чего? Для того, чтобы при наборе уже ниток ее переворачивали, ее вот так вот сдергивали, этот ковер сдергивали и дальше, ткали дальше. Вот. Здесь вот установлена простая имитация этого коврового станка. Станки делались, такие устанавливались прочные столбы. Вот. Садились вот несколько женщин и ткали. Это рама. Рама, на ней нанизаны, также нанизывались нитки, но при ковре нитки нанизывались вокруг, вот так вот, в круговую. Это. Здесь показан гобелен. Гобелен – это традиционно то же самое, что и ковроткачество. Также переносились, нитки ткутся, также прокладывается вот основа нитки, а это уточная. Вот. И через один прокладываются нитки. Вот, берется, ткачиха сидит. Вот, их несколько ткачих, и руками перебирает нитки. Вот. Здесь потом выкладывается узор. Узор при коврах обычно идет геометрически, зооморфный узор. Это уже по задумке самой основной ткачихи, которая начинает ткать. Вот они задумывают, какой ковер. Вот, тогда они уже и выкладывают. Здесь вот в начале ковра обязательно протягивают нитку для того, чтобы при взбивании нитки, вот, чтобы они хорошо ложились, их есть специальные колотушки такие. Их вот взбивали, и чтобы вот здесь вот оно оставалось и не распускалось, их продергивали нитку так толсто, чтобы оно не сползало. Вот эти вот нитки, чтобы они туда не сползали, уже когда при готовом ковре. Вот. Здесь вот рама, она просто натянута как на гобелен, но сама технология ткачества, что гобелена, что ковра, это одинаково. Вот. В гобелене у нас вот так вот мы очередно в шахматном порядке набиваем гвоздики, небольшие гвоздики. Расстояние между гвоздиками 1 сантиметр первый ряд, потом второй ряд идет вот так вот наполовину, и получается между нитками 0,5 миллиметров. И ставите рисунок любой, можете закачать его с интернета, можете портрет какого человека, можете кошечку, собачку, цветы. Вот. Вставляете в задний фон, делаете задний фон, вставили, и по ним, по этому рисунку уже идет нитки. Нитки в зависимости от того, какого цвета вы хотите гобелен. Вот. Или какой рисунок вы вытащили. Хотите розы, хотите там маки и так далее.
Самое главное здесь, конечно, это терпение и большое желание. Нитки обычно традиционные плелись из шерсти, овечьей шерсти, вот, натуральная шерсть, вот, их, как весенняя стрижка, после весенней стрижки их обрабатывали, вычищали от мусора, стирали, вот, потом только начинали прясть. После прядения их красили. Ну, сейчас уже всякие эти красители есть, а раньше красили травами. Вот. Получали различные цвета, и поэтому вот здесь вот традиционный вот кошкар-мүйіз, вот это кошкар-мүйіз называется. У нас в коврах, большинство казахских коврах идет кошкар-мүйіз. Вот. Вот это вот. Ну, это вот жапряк называется, жапряк, в листе, жапряк. Вот этот вот небольшой такой вот коверчик на основе вот, тоже был соткан как ковер. Там идет счетный механизм. Там считаешь. Если в гобелене идешь по рисунку, как нарисован рисунок, так и идешь по нему, то в коврах он счетный. Его высчитываешь, его не просто вот взял, вот, например, сделал там, что захотел. Постоянно идет счет. 2 нити сюда, 3 нити сюда, 2 нити сюда. И постоянно вот это вот математический счет. И вот я даже удивляюсь, когда говорят, наши бабушки, прабабушки были неграмотными. Этого не может быть. Этого не может быть. Почему? Потому что ковры, они идут, считают. Они всегда считали. Они делили. Потом в коврах же, в больших коврах, ставится поперечное большое дерево, и на этом сразу вот так вот высчитывают. Например, 16 ниток нужно отсчитать. Отсчитывать 16 ниток, вот так вот привязывают. Раз. Потом между ними, например, вот этот вот идет рисунок. Вот 4 вот так вот. Раз. Уже мастерица знает, что вот это вот 16 ниток должно идти только на эти вот кошкар-мүйізі. И она уже спокойно, что она только доходит до границы, все, она видит эту границу.